Программа «Нокфалтар» продолжает свою работу. К изданию подготовлено 16 книг и 2 вспомогательных пособия. Все они сегодня находятся в издательстве, 6 из них на стадии верстки. В рамках программы по сохранению и развитию осетинского языка за эти годы издано свыше 120 книг. Учебники по родному языку с 1 по 9 класс уже находятся в издательстве. Были привлечены лучшие учителя осетиноведы, но и для других педагогов остается еще очень много работы. Это издание вспомогательных материалов и комплексный анализ. Как отмечает профессор Зоя Битарта, проделана колоссальная работа. Долгие месяцы учителя трудились над учебниками, отдавали все свои силы и время, чтобы книги вышли в свет. И им это удалось. Почти вся работа проделана. Остается ждать результатов своей кропотливой работы. Эти учителя достойны самых наивысших похвал. То, что они сделали, не под силу даже большому количеству людей. И я лишний раз убедилась, что у нас самые лучшие учителя. Большая помощь при реализации программы оказывается со стороны руководства. Они всегда готовы поддержать любую идею популяризации родного языка. Спасибо Эрику Пухаеву, министру образования Наталье Гассиевой и особая благодарность президенту Анатолию Бибилову. Именно он поддержал идею, что дети должны учиться на своем родном языке, и оказал финансовую поддержку. Со стороны Министерства образования ведется четкий контроль за издательством. Как здесь говорят, все учебники должны выйти уже к сентябрю этого года. Все учебники по осетинскому языку и литературе были переделаны. Все 16 книг уже готовы. Были внесены лишь незначительные поправки. Но мы думаем, что все учебники к сентябрю будут изданы. Среди учебников география на родном языке, история Осетии, национальные традиции и окружающий мир. Регина Чешткоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.